Ильнур, смотри, что хотел спросить. Вообще, ты же как художник, да, считаешься? Ну, вообще, как бы по профессии, так сказать, по роду деятельности считаюсь художник. А Э, так, я не считаю, что я вот только ограниченный человек только в одной Подожди, а деятельности. чем ты еще занимаешься? Но я думаю, что, как и у многих из нас, очень много разного потенциала, который, может быть, не раскрыт до конца. Не, ну знаешь, Но все же нужно время. Я, например, на музыкальных инструментах играю. Думаю, если бы я не стал бы, так сказать, не вел бы карьеру художника, я бы, может быть, с удовольствием вел бы карьеру музыканта, там где-нибудь на сцене ты колбасился учился бы. этому музыкальному делу? Нет, не учился, но, можно сказать, учился, наблюдая, слушая. То есть у тебя вот так вот, да? Ну, знаешь, я все-таки, что имею в виду? Я все-таки думаю, что навык, которым ты можешь заработать деньги, условно. Потому что, ну, есть понятие хобби, да, его никто не отменял. Но люди же говорят, что хобби, если оно тебе очень нравится, оно приносит деньги. Ну, так или иначе, все в это упирается. Поэтому, когда у тебя вот спрашивают вообще, Ленур, это кто? Ты говоришь, ты художник, да? Ну, да, я говорю, что художник, потому что я этим занимаюсь, да, это как бы моя профессия, то, чем я на сегодняшний день зарабатываю себе на хлеб, да. А так, я понимаю, что я могу зарабатывать себе на хлеб не только рисованием, там, да, живописью. Скажут мне, допустим, пойди там камень положи, я с удовольствием это буду делать, и этим, то есть руки, ноги есть, как говорится, да, физически способен, могу там, было в детстве, работал там и на водных аттракционах, там на бананах матросом-спасателем, было там на батуте детском работал, было там турецкие какие-то фуры приезжали, там в коробках печенье привозили, мы там детьми разгружали их там. Не, ну, То есть, в принципе, как бы все умею делать. Слушай, Да? ну детство все равно, детство это, понимаешь, как бы к нему претензий нет особых. То есть то, что делал в детстве, ну, с него и спроса нету. А вот в этой многоплановости нету понятия расфокусировки. Вот знаешь, о чем я говорю? Вот есть такое мнение, что вот гений может заниматься только одним делом. То есть, если даже ты у него все отберешь, если ты ему не будешь платить деньги, он все равно будет заниматься этим делом. Ну, условно говоря, да, допустим, если мы берем художников. Вот ты возьмешь там какого-то известного, именитого художника, ты говоришь, все, ты, короче, мы тебе уже ничего не платим, но он все равно продолжает писать картины. То есть, это, знаешь, человек, который больше ничего не умеет и, соответственно, не хочет делать. Ну, опять же, мне кажется, у всех по-разному. Я думаю, что гений – это не обязательно человек, который делает только одно дело. Тут уже мне, например, иногда бывает просто-напросто надоедает заниматься живописью. Там лень или просто там не хочу. Устаешь, Да? да? Да, я бы в этот момент хотел бы там, допустим, заняться чем-нибудь другим. Да хотя бы просто ездить курьером тем же, там, развозить там колбасу, там, Ну, то есть тебе продукты. нормально, да? То есть у тебя нету к этому делу вопросов. Ну, знаешь, что я имею в виду? Вот, к примеру, у тебя есть призвание, да? Потому что не все могут писать картины, ну, по-честному, да? У тебя есть призвание, видение. Ты не думаешь, что, допустим, работая курьером, ты как бы теряешь вот в этом навыке, вот в этом призвании, как будто бы ты изменяешь этому призванию. Ну, мне кажется... Курьером может работать любой, понимаешь? То есть я профессии делю на такие вещи. Я не говорю, что есть зазорная работа и незазорная. Нет, работа бывает любая. Любая работа хороша. Но если у тебя есть талант, а ты работаешь курьером, ну, ты вот, как ты думаешь, у тебя самого не могут вопросы возникать? Ну, типа, почему я работаю курьером, когда я могу писать книги, там, писать картины, какие-то шедевры? То есть, вот такие вот вещи. Не думал об этом? Ну, я думал и об этом тоже. Мне кажется, что это все-таки все зависит от человека, от его мировоззрения, от его отношения, от его какого-то... Я, например, когда думаю о таких вещах, я думаю, наверное, как-то более созерцательно и романтично, так скажем. Я себе представляла, вот если бы я, допустим, немножечко сменил бы свой род деятельности на какое-то время и поработал, или хотя бы параллельно, скажем, да, поработал бы тем же курьером, просто для того, чтобы зарабатывать какие-то живые деньги здесь и сейчас. Я понимаю, что это тоже можно делать с удовольствием, и тоже, в этом тоже можно найти какое-то призвание. То есть вовремя довести там тот же продукт, скажем, там мясо или колбасу, чтобы она не успела пропасть. То есть как эмоцию
миссия какая-то. Эмоцию ты получаешь прямо сейчас, да? Да, То есть, при этом... решая какой-то маленький вопрос, ты получаешь сразу же эмоцию. Да. А картина это про длинный рубль, да, все-таки? То есть ты вынашиваешь какую-то идею, ты потом ее воплощаешь, потом ты ждешь, пока она найдет своего клиента, то есть это очень длинный путь. А тебе иногда хочется, наверное, очень короткого пути вот эту эмоциональную отдачу получить, такой фидбэк. Ты в этом плане наверное, говоришь? и это тоже, но я скорее имел в виду, что отдача и чувство того, что ты кому-то нужен, и это может быть как призвание какое-то, может быть абсолютно на равных. Да. Потому что когда ты творишь, да, это какой-то процесс, пока эта работа дойдет до кого-то, кто-то ее там приобретет, да, там Да. каким-то образом попадет как в чей-то дом, и в какой-то вдруг день или там через год, через два у человека придет какое-то прозрение, и в какой-то момент, может быть, глядя на эту работу, его вдохновит на какие-то новые там жизненные этапы, да, там, опять же, там откроет какие-то новые горизонты. И нередко было, когда люди говорят, что вот, там ваша работа там исцеляет там по-своему, да, там Да. создают какое-то Да. такое настроение, жизнеутверждающее какое-то ощущение. И тут, когда люди такое говорят, тут только начинаешь понимать, что да, наверное, можно сказать, Не что в зря. этом есть какое-то и призвание, можно назвать это призванием. А так относишься к этому как к работе, как к профессии, не осмеливаешься даже говорить, что это призвание. Вот, только после того, когда люди говорят такие вещи, тогда понимаешь, что да, наверное, происходит что-то помимо того, что ты просто нарисовал, реализовал, а когда люди действительно получают какой-то энергетический какой-то такой посыл, что влияет на их жизнь в целом, да, вот как оздоровительный, да, даже какой-то процесс, тогда ты понимаешь, что это, наверное, уже не просто так. То же самое, привезя там курьером это мясо, да, там кому-то, не обязательно, что ты просто взял от точки А до точки Б, довез это мясо, и хорошо, что ты его довез в целости и сохранности, оно не успело пропасть там, или, скажем, мороженое не успело растаять, но при этом, отдавая этот продукт, ты взаимодействуешь, ты настолько это делаешь с удовольствием, не как, мне сегодня опять... Хватай. Да. Не, поднимай джезви. Да, Точно. точно. Вот так. И на деревяшку, пока положи на деревяшку. И Сейчас, пару минут мы дадим, да, договори. не то чтобы там, я не хотел, но я на этой работе только потому, что чтобы хотя бы каких-то живых денег заработать, поэтому ты нехотя встаешь, садишься, едешь, привозишь. А когда ты это делаешь вот с удовольствием, на тебе какая-то миссия. Да? Ну, и когда ты передаешь это другому человеку, это что ты взаимодействуешь с другими людьми все равно. Да. И ты делаешь ты настолько с удовольствием, и когда ты с удовольствием это передаешь, и что-то там где-то же буквально пару, 2-3 слова с ним переговоришь, ты уже создаешь и ему какое-то настроение, вот своим каким-то хорошим настроением. И уже по-другому этот человек дальше этот день проживает, да, он потом по цепной реакции передает свою какую-то энергетику на каком-то флюидном уровне другому, и в целом создается какой-то микрокосм такой, да, вот, то есть что-то, день складывается все-таки у большинства людей уже хорошо, чем плохо. Слушай, я знаю, что Поэтому думаю. Я вроде прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Отлично понимаю. Потому что человеку обязательно нужно понимать, что он полезный другим людям. Это 100%. Давай сейчас каве разольем. Да, и с потом... удовольствием. Так. Так, чуть сначала в одну, потом в другую. Удобно просто. Возьми, подвинь к себе это, давай там по-домашнему, чтобы там... Да до конца, лей до конца, там нормально. Так что вот... Нет, на деревяшку. Она сейчас подвинется. Точно. Плитку, наверное, выключаем. Да, плитку выключай, как бы. На минимум. Вроде выключил. Все, она не горит. Так, давай хавешку. Вон тут та дальняя твоя. Это моя. Давай, это вот. Опять без кофе остался. Смотри, Ленор, я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Тебе не кажется, что вот есть такое понятие комплекс самозванца? Я тебе объясню, в чем речь. Никогда не задумывался об этом, честно говоря. Нет, ты просто не читал, наверное, про это. Нет, Здесь дело даже не в том, что ты задумался или нет. Просто есть такой термин комплекс самозванца. Значит, что он значит? Что он гласит? Когда успешный человек думает, что завтра все закончится.
завтра вдруг люди поймут, что он недостоин того, что он сейчас имеет. Он недостоин хорошей машины, он недостоин хорошего дома. То есть это в какой-то мере неуверенность в себе и вот такие, знаешь, смешанные чувства. А когда мы говорим про художника, да, ну давай будем брать великих, как бы, да, то есть как бы ориентир. Изучая их биографии, у них вообще не было сомнения в том, что они делают. То есть они считали, что это язык, которым они по-любому, ну, они говорят этим языком. И у них не было такого понятия, что... То есть какой-то большой такой эгоизм был. То есть им, по сути, было все равно, вот, что подумает кто-то. То есть они знали, что это, ну, что-то да значит. И они как бы, ну, не искали вот этого какой-то отдачи, там, типа, ой, там, классно, супер, молодцы. Вот в таком виде. Вот ты об этом не задумывался вообще? Ты вот к своим картинам вообще как относишься? Вот работа, понятно, это нормально, потому что это физически тяжелое упражнение. То есть некоторые, наверное, думают, что, ну, что художник, вышел, малюет, поставил там что-то. Нет, это действительно реально тяжелая работа. Это работа. Это и физическая, и эмоциональная работа, потому что все переплетается. Ты вот, ну, не задумывался вообще? Ты как относишься к своей работе, вот, к картинам сейчас, к своему делу? Ну, могу сказать, что отношусь достаточно, на мой взгляд, трезво. Конечно, я думаю, что я не человек крайностей. Вот просто, наверное, все зависит от характера человека, от его воспитания, да, от той среды, в которой он воспитывался. Разные есть великие художники. Есть, скажем, великие художники эпохи там, импрессионизма, да, вот, экспрессионизма, когда там было что-то новаторское, да, то есть это сейчас уже, а тогда это было что-то революционное, то есть это что-то новое, это что-то революционное, это само по себе такое язык, кричащее, получается. да, как бы вопреки всему, вот, Слушай, тогда разрушающее их, получается, стереотипы. и в то время их и порицали, получается? Ну, это же, раз ты делаешь конечно. новое, значит, ты делаешь неправильное что-то, правильно? Порицали их за то, что они отходили от От классических вот этих вот канонов, каких-то устоев, правил, да, скажем, в изобразительном искусстве. Тут вдруг он не изображает, скажем, там человека или там пейзаж как фотографию, а он начинает изображать его как-то по-своему, Фигурально. обобщая, да, там какими-то там рваными мазками, так скажем, да, а не там зализанными какими-то. То есть там уже был какой-то такой свой новаторский шаг, и тогда это было, многие просто это не принимали, потому что когда ты привыкаешь там пить кофе с такой чашки, а потом тебе приносят вот такую вот миску, так сказать, да, и туда даже наливает кофе, ты, ну, непривычно, как это, начнешь критиковать это, то же самое было и с тем. Но есть... Разные есть. Есть художники уже такого, скажем, художники-эпатажники, так скажем, да, которые хотят удивлять. Если там происходил какой-то естественный процесс, люди стремились к чему-то новому, то есть какая-то новая вот ветвь, эпоха, эра. А есть такие, которые балуются, да, так скажем, ну вот эпатажничают. Ну, эпатируют, да, понятно, да, понятно, ну намеренно, да, вот, да, как бы. Есть такие, которые наоборот сидят смиренно дома в мастерской и стараются сделать так, как это было раньше, вот так по-классически, А ты к чтобы кому относишься? людям... Ты к какой когорте художников? Ну, я могу сказать, что я учитываю взгляды других людей, потому что есть такие художники, которые да наваяю, что хочу, а там хотите понимаете, хотите нет. Что хочу, то и делаю. Я, конечно, не так подхожу к работе. То есть у меня есть какая-то определенная школа, да, я прошел там, есть какие-то определенные понятия, что такое хорошо, что такое плохо, что такое красиво, что такое некрасиво, что такое профессионально, что такое непрофессионально. Поэтому, да, у меня была там художественная школа, нас там учили объему, форме, изображению. Ну, потом художественное знания. училище, да, художественная академия. То есть у меня есть эта база. И я понимаю, на чем оно должно основываться. Но при этом я искал какой-то свой язык выражения, изображения, да, то есть чтобы это все-таки как-то было индивидуально, отличалось от вот этих вот каких-то, да, умело, хорошо сделанных академических работ, но этого много, да, то есть есть какой-то конкретный
круг людей, галереи, там, которые охотятся за этой академической школой живописи, да, там приезжают, допустим, там с Америки, приезжают прям, я помню, приезжали к дверям академии, просто подходят, и студенты, есть работа, пойдемте посмотрим, что у вас там в мастерской. Да. Вот, и они затарили, потому Прям что понимают. неизвестных художников брали? Да, да. А в этом ценность есть? Ну, конечно, это же реалистичная академическая школа живописи. То есть ценность в реализме просто? Да, ну, советская, так сказать, ну, основанная еще на советских канонах, так сказать, да, вот такая академическая реалистическая школа живописи. В Америке это очень ценится, особенно в мир, когда там же нет особо таких, ну... Там школы нет такой? Да, поэтому там это очень ценится, это очень дорого. А тут вот студенты просто колбасят этюды, какие-то промежуточные задания, да, которые потом где-то во многом просто в мусорку выкидываются или где-то там на полку закидываются, и все. А они приезжают, они просто в рулонах все это сворачивают, увозят, натягивают $15 тысяч, $20 тысяч, там, ну, в Америке. Ну подожди, но они же должны какую-то историю завернуть в эту картину, они же не могут просто полотно продать. Ну, какая? А там зачем история? Или они придумали? Там просто ты видишь качество. И все, этого достаточно? Да, конечно. А я думал, что подпись художника стоит денег. Ну, опять же, есть разные как бы площадки, есть разные цели, задачи. Ну вот «Черный квадрат» же не продали бы за такие деньги, если бы это был не Малевич. Ну, насчет «Черного квадрата» я не знаю. То есть «Черный квадрат» это как раз уже такой, скажем, узкий какой-то такой круг, да, уже. Ты в каком лагере? Это разводняк или искусство? Ты кому принадлежишь? Ну, я могу себе сказать, что я стараюсь жить прежде всего не обманывая себя, то есть честно, и не обманывать других. То есть для меня нет смысла заниматься тем, в чем есть обман. Ну, зачем? Я просто воспитывался в других традициях, в другом мировоззрении. То есть я могу обмануть. Могу там, как я там пришел там со школы, там что получил? Я получил 2, я говорю, да я ничего не получил. То есть я умею обманывать, как и любой другой человек. Но что касается, я могу что-то там не договорить, да, там, или во благо там где-то там что-то сказать по-другому, там, или что-то рассказывая, могу там немножечко приукрасить это, да, ну как бы ориентируюсь на реальный какой-то факт. Но то есть это, по сути, просто обман. Но в своем деле, то, что я делаю, я не обманываю. Я не про тебя говорю, я говорю про «Черный квадрат». Про «Черный квадрат», но я опять же не могу утверждать, что это обман. Я же не знаю, какие мысли у человека были в этот момент. Он объясняет. Может быть, он настолько искренне там что-то действительно там вкладывал в это. Поэтому это уже не мне судить, это уже судить людям. Кто-то для себя увидит обман, да, что это, «Черный квадрат», да, и я могу его так нарисовать. Да. А другой проникнется, может быть, попытается подумать, о чем, возможно, думал человек, да, ну вот тут уже от каждого зависит. Там, знаешь, там есть пояснение, что это. Это же не просто «Черный квадрат». И как бы я разные мнения насчет этого встречал, да, и в основном есть люди, которые говорят, да, это полная ерунда, а есть, говорят, это искусство. И вот в этом пояснении и есть вот эта ценность. То есть раз Малевич там сделал и объяснил, что он там увидел, то это имеет ценность. Но это на уровне, это на грани эпатажа все-таки, то есть это там все вместе, наверное. Все-таки, да, есть, как я уже говорю, есть художники, скажем, там, классицисты, да, есть художники, там, импрессионисты, да, есть художники авангардисты, да, это уже такие... Впереди планеты всей. Еще, скажем, наглее, чем импрессионисты, да, которые... Импрессионисты хоть там старались как-то колорит, гамма, да, вот объем, воздух, воздушная перспектива, все вот эти вот дела, но уже как бы просто по-другому. А эти вообще, мы уходим от воздушной перспективы, уходим там от каких-то конкретных форм, мы вообще в геометрию. Так проще. То есть уже похоже на граничит. Ну, тогда, в то время, во время конструктивизма, то есть что-то, новые какие-то формы. Если было там раньше барокко, рококо, да, там всякие разные там архитектурные элементы на тех же зданиях, да, там чуть ли там не живые реалистичные цветы из цемента сделанные, да, то потом там начался модерн, да, он как-то более обобщал, более там какие-то округлые какие-то формы, вот. А потом захотелось вот чего-то такого локального, как этот стол, да, такого раз. Мне кажется, что люди очень быстро устали от идеальных форм, которых в жизни полно. Ну да. Понимаешь? Да. То есть какой смысл лепить человека, который как живой, если их полно живых?
То есть я думаю, что в этом плане и было какое-то... Ну, ладно, я как бы на эту тему много не могу говорить, потому что я не имею соответствующего образования. не Просто сильно тут, разбираюсь. наверное, ключевой момент – это символика, да, то есть постепенно человек пытался символизировать данный предмет, то есть он или там, скажем, он решительно, целеустремленно, вот прям так пытался избавиться от каких-то лишних отсекал. До того отсекал, что появился черный квадрат. Ну, как... Все-таки это какая-то мысль, да? Это прогресс какой-то мысли. Это же не первая его работа. Он только закончил там художку и такой, все, черный квадрат. Ну да. Сначала, конечно, Это он какая-то там мысль была. нарисовал, там, скажем, человека в виде, там, скажем, овала, да, рядом там дерево, там, в виде круга, да, вроде бы там 3 предмета, Да, там, символизирующие, напоминающие там очертания там человека, там, дерева, Да. там, дороги, скажем, там, да. А потом он решил, а попробую-ка я просто там Упростить. квадрат там какой-то, и рядом там 3 полоски, это будет 3 дерева, а квадрат это будет, ну, дом, скажем, да, и там еще внизу какой-нибудь пошире, там, красную полоску, это будет, пусть, скажем, земля, да, ну вот, пейзаж. Да. А потом вообще черный квадрат. Ну, то есть уже дальше некуда. Поэтому, с одной стороны, это можно тоже воспринимать, как вы говорите, ход, какой-то конечный итог целого хода мыслей, да, там не только одного художника, а целой группы художников, целого направления. А с другой стороны, вот так вот многие, наверное, действительно стоят в музее и думают, и что это черный квадрат, все о нем столько там говорят, шумят, а просто черный квадрат, ничего не понимаю. Ну и вот тут уже кто Хорошо. как. Значит, ну, про квадрат понятно, но как бы все-таки это какая-то личная история, и каждый там должен в этом разбираться Потому сам. что вот опять же, извиняюсь, что перебью, вот насчет того же велосипеда, да, вроде бы такая простая конструкция, да, там 2 колеса, цепь и едет. Да просто я бы тоже так бы придумал бы, но его же тоже кто-то придумал. То же самое вот, наверное, с этим квадратом. Он прост, и этим он и гениален. Поэтому потом говорят, не надо изобретать велосипед, потому что уже никого не удивишь. То же самое с квадратом, если ты пойдешь такой же квадрат нарисуешь, уже ты этим никого не удивишь. То есть тут это тоже искусство. Ну, он первым это Прийти сделал. к тому, чтобы удивить, да, то есть быть первым. Это тоже своего рода искусство. Вот смотри, есть разное образование, есть разные профессии, художник в том числе, там есть всякие экономические профессии. Ты отдал вот этому делу, да, определенное количество времени. У тебя не было такого момента, когда ты просто пожалел, что ты стал художником? Ой, у меня, могу сказать, признаюсь, нередко были такие моменты, когда я сомневался в том, что я вот стал художником. Потому что путь действительно такой непростой, да, это не то, что ты там пошел куда-то, устроился, скажем, там, на завод там, или фирму какую-то, да, где ты просто сидишь, выполняешь свою работу, мало ли ты сделал, много ли ты сделал, тебе, может быть, не обязательно даже думать, а просто там механически выполнять какую-то работу там, или запчасть какую-то на станке крутить. Но ты знаешь, что через месяц ты получишь свою зарплату. В принципе, спокойно живется, да? Ты вечером пришел, телек включил и ни о чем не думаешь. Не думаешь об эскизах, о чем такого придумать, а как потом это продать, а может быть, я что-то там не додумал, какие-то галереи, может быть, надо связаться, написать, может быть, не надо, а может быть, тут еще, а может быть, я навяжусь, а может быть, а что стесняться, что надумывать себе, может быть, надо смелее брать и писать, как о тебе подумают. Вот эти моменты, это постоянно тебе приходится об этом думать. И при этом ты не сразу от этого получаешь еще и деньги. Поэтому и реализация, так скажем, да, какой-то успех, признание тоже не сразу приходит. Поэтому это сейчас я уже понимаю, что я даже могу сказать, что я счастлив, что в моей жизни так сложилось, что я стал художником, живописцем, потому что я действительно понимаю, что в этом есть какая-то своя определенная свобода, которая того стоит, когда ты сам себе, да, когда захотел, тогда сделал. Это же хочешь там. Как индивидуальный предприниматель, то есть твоя жизнь зависит от тебя. То есть, так возможно, и есть. да. Не надо романтизировать людей, которые ходят на завод. Там есть ряд ограничений, которые тебе могли не понравиться. Потому что тебе сегодня хочется пойти крутить гайки и ни о чем не думать, а завтра тебе захочется куда-то поехать и подумать, а ты не можешь. Да, я не драматизирую. В каждой профессии есть в любом случае свое творчество. Да. Крутить гайки, это там тоже есть свой какой-то. У каждого свой подход, как он подходит к своей работе. То есть, допустим, человек, который там целыми днями пропадает там на пищеблоке где-то что-то
готовит, да? Он это может делать с удовольствием, но понятное дело, что он тоже человек не робот, он тоже будет где-то уставать просто-напросто физически, несмотря на то, что он талантливый кулинар, знаешь, да, скажем. Я даже скорее не про это говорил. Я говорю про то, что вот художник – это человек свободный, по большому счету. И эта свобода, она накладывает и ответственность в том числе. Вот эта ответственность, про которую ты говоришь, да, что нужно там думать про то, какие-то шаги выстраивать, какую-то коммуникацию налаживать. И ты просто сам себе, получается, начальник. То есть у тебя же нет начальника, который там тебе говорил: так, Ленур, 5 картин написал, туда отправил. То есть такого менеджера. Ты занимаешься сам этими вопросами. Ну вот я хотел договорить свою мысль о том, что изначально и вообще после художественной школы я собирался стать дизайнером. Почему? Потому что я понимал, что это как бы близко к тому, что я уже делаю. Я там уже рисовал, да, у меня там папа архитектор, там как-то, я тоже с детства что-то рисовал. Вот художественная школа, потом вот тут заканчивается 9 классов общеобразовательной школы. Думаю, ну куда, художественное училище. Что там, живопись, дизайн, думаю. Ну живопись, я понимаю, конечно, там нас возили по музеям, Айвазовского показывали, там Шишкина показывали, картины. Все это, конечно, хорошо, красиво. Но я мыслил приземленно. Я понимал, что потом сидеть на набережной, рисовать портреты или пейзажи, ну кому-то хорошо, нравится это, да, такая романтическая жизнь. Там, да, кому-то нравится. А мне, я мыслил стабильно. То есть мне надо выучиться на какую-то профессию, где я пошел, устроился на работу и получаю зарплату. Ну, как мои родители, допустим, да, работали. Поэтому для меня вот этот вот образ свободного художника, ну, я абсолютно ровно к этому был. Хотя, когда я поступал в училище, я видел, как по коридору идут такие разные волосатые, там, неформальные такие личности. Думаю, о, там мне все равно не туда, мне на дизайн. То есть я... Ты на дизайн отучился в итоге? Я поступал на дизайн. То есть там, где я буду, думал, сидеть, рисовать. Тем более мне нравилось оформлять какие-то, ну, интерьеры, мне нравится стройка. То есть создавать уют в пространстве. Так ты сейчас можешь пойти работать дизайнером, какие проблемы? Я всегда могу. Нет, просто ты же можешь совмещать. Какие проблемы? Я могу совмещать, сейчас да. вообще в этом проблем никаких нет. Согласен. То есть ты сегодня сделал дизайн, там, допустим, какого-то дома, пока ты делаешь дизайн, в перерывах ты пишешь какую-то картину. Сейчас же все очень смешалось. Можно. Сейчас нету профессии. Опять же, это все организация. Нужно находить на все время, организовывать свое время и пространство. Пока у меня не хватает на это времени, чтобы... Это тоже нужно заниматься серьезно. Ну, это не то, что там, ой, где-то сделал и все. То есть, если заниматься, то заниматься. Вот. Пока ты не объявил, что ты дизайнер, ты как дизайнер и не заработаешь. Ну, потому что мне достаточно времени нужно было, и до сих пор немало времени нужно для того, чтобы дальше развивать свою деятельность. То есть я не могу сказать, что я сегодня вот до конца состоялся как художник-живописец. Да? То есть я постоянно как в поиске, можно сказать. Какие сейчас проблемы у художника, живописца вот твоего плана? То есть с какими ограничениями ты сталкиваешься? Ну, понятное дело, что у нас есть какие-то санкции, да, есть какие-то ограничения территориальные. Вообще ты с какими проблемами сталкиваешься? То есть что тебе конкретно, ну, тебя затормаживает развиваться как художника, как, ну, то есть продвигать свой бренд Ленур Велеляев, то есть продвигать свои картины? Да я вот не знаю, тормозит ли меня что-то. Может быть, где-то тормозит меня моя, где-то... Не знаю. Я думаю, что я и так достаточно организованный, стараюсь организовывать свое время. Но иногда бывает, да, я могу больше денег потратить, скажем, там, не на материалы, а на какие-то удовольствия. Иногда подумаю. Это абсолютно житейская история. С другой стороны, я не жалею об этом, потому что, ну, жизнь состоит же... Для того, чтобы я дальше мог как-то вдохновляться, творить, мне нужно получать удовольствие в жизни и другие какие-то нормальные, человеческие, как и у всех. То есть пойти там красиво одеться, пойти там красиво, вкусно покушать, элементарно, я не знаю, там, пригласить девушку на свидание, да? То есть все это как бы, да, это тоже делает меня счастливым. То есть если бы этого всего не получал бы, то у меня не было бы такого интереса, стимула дальше там как-то творить. То есть сейчас, по большому счету, таких глобальных нету ограничений, да, то есть, которые тебе бы мешали развиваться? Нет, я думаю, что нет. Наверное, грешно было бы жаловаться на то, что есть какие-то конкретные ограничения. Все есть. Что? Мирное небо над головой. Близкие, живы, здоровы, самое главное. Лишь бы не было войны. Да. А так все возможности просто бери и делай, как говорится. Работай, трудись. А там, как говорится, ищущий найдет, идущий осилит. Смотри, вот одна из картин, которая у нас в студии, это твоя картина, да? Ты как бы написал ее, ну, условно говоря, так я аккуратно скажу, по моему заказу, да? То есть, скажем так, я с тобой поделился своей идеей, а ты ее воплотил на холсте. Ты написал ее очень быстро. То есть, я не знаю, ты ночью работаешь?
Ну, когда-то, ну как когда-то. Ну, скажем так, это было в течение суток. Сейчас да? я ее написал днем. В Конечно, течение суток. да. Вот скажи мне, нет такого ощущения, что быстро написанная картина, что она теряет в не в стоимости, вот в качестве, вот в этом вообще. То есть, знаешь, ощущение, что картина это должно быть таким долгостроем, там, допустим, там месяц ее пишешь, там какие-то детали, какие-то блики. Вот у тебя получается быстро написать картину. Ты сам себе вопросы не задаешь, что, ну, это закончено, я здесь все уже сказал, и добавить я в эту картину ничего не могу. Ну, могу так сказать, для того, чтобы ответ был более емкий и короткий. Вот скажем, когда 10 бегунов на беговой дорожке стартуют, и один из них прибегает первым и показывает самый быстрый норматив. Быстро прибежал. Да. За 5 минут пробежал, я не Да, знаю, да. там пару километров, да, скажем. Вроде бы быстро прибежал, а сколько нужно было труда для того, чтобы он прибежал первым и быстро? То есть третий бежал очень качественно, ну третий пришел, да? Но у каждого свой темп, да? То есть это твое конкурентное преимущество, Но да? для того, Быстрота. чтобы... То есть быстро это не значит плохо. Потому что, скажем, там написать работу за 2 часа, это уже, может быть, до этого положено там 10, 15, 20 лет работы для того, чтобы ты уже сразу, уже как бы, как говорится, глаз наметан, Включился, рука да? набита, Сразу да? включился. Да, чтобы взять и сделать. То есть может казаться, за 2 часа, да, значит, она не стоит там, допустим, там тех своих денег, да, скажем. Но для того, чтобы так быстро написать, и чтобы она еще и понравилась, она же понравилась, тут дело уже такое, понравилось, не понравилось, а там уже у каждого своя тактика, свой подход, свой ритм, свой темп. Кто-то действительно кому-то в удовольствие сидеть и растягивать, скажем, там небольшую работу там, на 2 недели. Он уже там пописал там 5 минут, там, или наоборот, там у него характер такой, пойду там полежу, подумаю, То там, есть или ты еще можешь чего. сказать, что ты трудоголик? То есть вот встал и пока не закончил, не ушел? Ну, я могу сказать, что я в меру, без крайности, опять же, трудоголик, но я могу сказать, что я трудоспособный человек, вот так могу сказать. Вот, То есть, если надо, я делаю. Интересный момент, ты сказал, понравилось, не понравилось. Это, знаешь, такой тонкий момент, я его постоянно замечаю. Я вообще был всегда далек от живописи, то есть я понимал, что это огромный мир, но я был как бы далек от него. И в какой-то момент я так потихоньку сбежался, потому что, ну, у каждого человека есть чувство прекрасного, да, то есть то, что ему может понравиться. И знаешь, такой интересный эксперимент, то есть к нам в студию приходят разные люди, и было 2 мнения. Одно мнение, которое разделяли со мной, да, то есть мне действительно понравилась конкретно эта работа. И я считаю, что она очень удачная, то есть там все совпало. То есть мне нравится и все, дальше уже ничего не важно. И были люди, которые говорят, ой, да, дай мне краски, я также напишу. Ты вот в своей жизни часто встречаешь такую претензию, что типа тебе говорят, слушай, да там ты намазал что-то и все, какая-то живопись, какое-то искусство. Не, ну, я периодически встречаю такое, не могу сказать, что часто, но встречал и такие комментарии. Ну, хорошо. То есть ты их как бы сдержанно, да, Ну, да. встречаешь грудью такой комментарий, да? Ну, как? Ну, я тоже так могу. Ну, хорошо, можешь. Ну, Только если нужно 15 лет до этого поработать. говорить как бы можно все что угодно, а взять и сделать, ну, сделаешь, хорошо. Кстати, да, я обычно, ты знаешь, вообще вопрос вкуса это настолько серьезная штука, да, потому что вот человек перед тобой стоит, ты не знаешь, что у него, какой у него багаж вообще за спиной. То есть бывают такие люди, которые прошли огромную жизнь, да, бывают такие, которые 3 класса, 2 коридора образования, и они же тоже много о себе думают, правильно? Они считают, что они имеют право вообще комментировать. Нет, почему нет? Имеет право в любом случае, да, сказать что-то. А если прямо... у них базы нет? Ну, то есть, понимаешь, о чем я говорю? Чтобы, допустим, комментировать живопись, мне кажется, нужно понимать, что есть там формы, есть свет, есть вот эти объемы. Мы же про это говорим. Мы же не говорим про какой-то кубизм, где там действительно иногда смотришь, думаешь, ну, блин, это что, творчество? То есть там уже, наверное, борьба каких-то смыслов. То есть там нужно что-то понимать, что-то осознавать. Ну, мне кажется, не обязательно прям понимать все эти какие-то профессиональные какие-то моменты, там, смысл, нюансы, композиция, там, колорит или еще чего-либо. То есть нравится, не нравится, это Да, нормальная история. Да, это главный критерий оценивания любой вещи. Там,
человека, там, вещи, все что угодно. Ты знаешь, у меня есть один хороший мой друг, товарищ, он пришел и такую посмотрел на картину, ну, видно, что она ему понравилась, он говорит, о, это, говорит, Чаттардах? Я говорю, слушай, ты, наверное, первый человек, который узнал Чаттардах сразу. Ну, то есть, я просто понимаю, что есть люди, которые, ну, сразу понимают, да, о чем речь, а есть люди, которые не понимают. Ну, это тоже нормально. Да, абсолютно. Тут уже кто что, сколько людей, столько мнений, как Кто на что говорят. учился, да, что называется? Ну, возможно, и это тоже. Так, Ленур, смотри, такой вопрос еще есть. Кого сегодня ты считаешь лучшим художником в Крыму? Кроме себя. Это очень трудный вопрос. Не, ну смотри, давай так. Ты следишь за нашими художниками крымскими? Ну, за некоторыми, да, как бы не специальным образом, но опять же, в ленте новостей, скажем, там, в социальных То есть сетях. ты специально не подписан, не комментируешь. Какое-то сообщество есть такое вообще понятие, как там, когда художники встречаются, обсуждают? Ну, есть художники-единомышленники, да, есть все равно какие-то группы людей, которые, там, скажем, ну, по пленэрам, там, скажем, ездят, да, то есть они все время как-то вместе, рядом, и они уже, у них, так скажем, уже своя какая-то группа, да, Да. может даже объединение. У кого-то есть официальное объединение, у которого есть конкретное название, скажем, там, вот есть объединение, там, южно-русских художников, да, там, в Севастополе, которые включают в себя художников из разных городов, мест Давай Крыма. вот про крымских татар. Вот. Сузим. Там же есть художники и крымские татары, например. Но я имею в виду вот для тебя. Все-таки. Вот, понимаешь, тут не стоит задача кого-то обидеть, да? То есть, если ты кого-то не назовешь, он может обидеться. Давай скажем так. В том-то и дело, что давай трудно выделить кого-то давай одного. скажем Каждый так, по-своему. очень мягко, аккуратно. Давай троих назовем художников, которые ты считаешь, что они достойные, то есть, и тебе нравится то, чем они занимаются. Троих? Я всего двоих знаю, да? Тут можно поторговаться. Может, одного? Не, я тебе изначально предложил одного. Давай одного. Да, ну, я бы так сказал, что художников на самом деле очень много разных интересных, талантливых. Так, ты как депутат отвечаешь. Каждый, ну, Давай конкретно. ну, это мой чисто, мне кажется, вот, ну, так я чувствую. Хорошо, давай так, смотри. Не хочу никого выделять, Смотри, потому смотри. что каждый, как и молодой, так и... Все, отлично, смотри, давай, я за тебя там, отвечу. уже в зрелом Вот смотри. возрасте, так скажем, много разных художников, Вот смотри, давай которые так. интересны по-своему. Давай так, то есть, ну, мне можно, да, то есть на меня художники не обидятся, потому что, ну, кто я такой вообще? Первое, мне очень нравится Рамазан Усейнов. Объясню почему. Потому что, во-первых, его почерк я узнаю сразу, будучи полным профаном в живописи. То есть я прекрасно знаю, что это работа Рамазана Усейнова. Ну да. Я считаю, что это очень хорошо, когда у человека есть почерк, когда у художника есть почерк. Мы про смыслы пока не говорим. Я говорю чисто вот визуально, да, удовлетворение. То есть мне очень нравится Рамазан Усейнов. Дальше. Мне нравится Асан Бараш. Потому что его картины, они, ну, вот ощущение, что в них очень много смысла заложено. И каждая картина – это такой долгострой, который, ну, знаешь, который рождается там в каких-то размышлениях, каких-то муках, каких-то этих, да. То есть такая очень серьезная работа, как по мне. И вот третьего, про которого я хотел сказать, это Нурия Кубов. Его картины, они, знаешь, в них есть вот это вот тепло, такая крымско-татарскость, такой Крым, который был раньше, понимаешь? То есть, смотря на его картины, ты такой думаешь, да, но вот так же было. Вот такое ощущение. 3 разных художника, 3 разные эмоции, которые они мне вызывают. Ну да. Вот. Хорошо, раз ты никого не хочешь выделять, в принципе, я понимаю, то есть это твоя Это история. не потому, что я там как-то ревностно, потому что действительно кого-то одного сказать, но будет несправедливо ко всем остальным. Потому Да. что действительно, честно, положа руку на Художников сердце, реально для много. меня очень много интересных художников. Не только в Крыму. Ну, а в Крыму достаточно много. И среди моих одногруппников есть талант с училища, скажем, да? Много талантливых ребят, которые там и в Бахчисарае живут, и в других городах Крыма. И вот среди взрослых, так скажем, да, уже там статусных, так скажем, да, там наших мастеров. Ну, Поэтому да, в твоем кого-то одного плане- выделить. В твоем плане, какие ограничения есть? Ты знаешь очень много художников,
А я же знаю мало. Я знаю тех, которые вот на виду, условно говоря, да, а ты же знаешь тех, которые вот еще не раскрылись, но они не менее крутые, условно говоря, да. То есть в этом плане тебе сложнее. Смотри, вот картина Нурия Якубова, да, я тебе говорю про их вот эту теплоту, про их такую, как бы домашняя домашняя Аутентичность обстановка. Ну, вот какая-то это вот. слово аутентичность, она, конечно, уже немножко подзапарила, но в принципе смысла она точно передает смысл. То есть аутентичность конкретно, которая принадлежит Крыму, да, вот это пейзаж, дух, настроение. Вот в твоих картинах, я смотрел твои картины, и мне показалось, что они все позитивные, твои картины. То есть, сейчас объясню, в чем дело. В психологии есть такой тест, когда ребенку дают карандаши, чтобы он нарисовал картину, и смотрят, что он нарисовал. То есть я помню, что, допустим, я нарисовал там какую-то ночь, там какое-то дерево без листьев, и такая ученица, ой, там все плохо, короче. А твои картины, они, такое ощущение, что они все теплые, даже ночные картины, они все такие теплые, они все позитивные, можно сказать так. Это не случайно вообще так? Ну, Ты сам сейчас с этим наверное, не согласен? случайно. Или я просто так, это мне показалось? Согласен, потому что я люблю жизнь, люблю созерцать эту жизнь, люблю как-то находить что-то хорошее, доброе, уютное, теплое. Но ты вот в каком настроении обычно пишешь картины? Ты можешь в плохом настроении начать писать картину? Вот тебе нужно сдать там какую-то картину, написать, а у тебя вот просто реально плохое настроение. Ты будешь писать эту картину? Ну, я могу начать, допустим, в каком-то, скажем, ленивом состоянии, да, или там, скажем, не в приободренном Да, состоянии, неудушевном. да. Но если я сажусь за работу, то я скорее настраиваю себя на работу, что хочу, не хочу, там разные какие-то факторы, я от них абстрагируюсь. Я просто сажусь, вот передо мной холст, вот передо мной краски. Все, давай, Ленур, поехали, начинай. А там уже в процессе настроение приходит, вдохновение То приходит. есть это уже такая Там самодисциплина все вместе, получается у тебя, да, там все вместе. Там и, так скажем, прорыв, когда вот ты не хочешь, когда вот какая-то вот есть, скажем, нет вот этого боевого духа, да, но ты его в процессе вытаскиваешь из себя, вот тот самый боевой дух. Да, Там это так, короче. Там. А это не похоже на аппетит приходит во время еды? Ну вот да, эта штука? да, примерно То есть так же. нужно переступить какой-то шаг сделать, это первый шаг нужно сделать, а потом все начинает получаться. Да, тут уже через, как говорят, да, психанул. Вот, Да. где-то бывает, ты психанул, сейчас я вам покажу, там, или так, давай, так, веселее, так, давай, и активнее, там, или, ну, сам себя вот подбадриваешь, сам себе создаешь вот этот какой-то, вот, садишься мысленно на этого коня, щит, меч и побежал. Ну, вот по-другому никак. То есть без оптимизма, без вот этого какого-то собственного подъема духа ничего не получится. Поэтому хочешь, не хочешь, ну, в то же время, что ты хочешь передать? То есть, вот там, да, есть воин света и добра, да, вот воинственно, но за свет и за добро. Поэтому Но ты вообще картины, наверное, такие. сам вообще про себя, ты себя оптимистом можешь назвать? Думаю, да. То есть ты, в принципе, оптимистично смотришь, Да, в да, будущее да. вообще. А когда ближайшая будет твоя какая-то выставка, ты вообще планируешь какую-то галерею, какую-то коллаборацию, может, с кем-то, с какими-то художниками? Есть какие-то у тебя творческие там моменты в ближайшее время? Ну, как говорится, как высшие силы дадут, так я всегда за, я всегда, Директор библиотеки, да? например, да, или там директор какого-нибудь, там, я не знаю, магазина, Павильона. гостиницы, кафе, да все что угодно. Я всегда открыт к предложениям, всегда, если есть То работа, есть, всегда условно говоря, выставлю. если завтра тебе площадка какая-то напишет, типа, Ленур, мы хотим выставляться, у тебя есть материал, у тебя есть что выставить, да? Ну, найду, да, там уже как-то по вкусам, по духу, там, посмотрим, что подходит, что не подходит. Там. То есть я всегда за. То есть у меня нет такого, чтобы я там долго вынашивал какую-то концепцию там, выставки или там еще что-то. У меня и работы такие, они разнообразные. То есть нет какой-то определенной Строгой там, линии, темы. Да? То есть, Ленур, давайте сделаем выставку там, давайте. Там. Я же говорю, неважно. Тема море, все хорошо, к утру будет 100 картин. Ну, не настолько все, конечно, банально и просто, но, в принципе, я легок на подъем и как бы всегда открыт любым предложением.
и не пренебрегаю там любыми как бы предложениями или какими-то локациями, даже если это будет где-то не в самом там презентабельном месте, но люди хотят, чтобы мои работы висели. Всегда за. Пусть даже это будет какой-то там подвал или, я не знаю, там рыбный мясной павильон там где-нибудь на центральном рынке. Если люди захотят, скажем, давай сделаем там тебе выставку, мы хотим. Всегда за. То есть у меня нет какого-то разделения, там, круто, не круто, В общем, стильно, ты не стильно. Работать готов. Для людей, для народа, как говорится. Ну, а как еще? Это политический лозунг. Я понял. Ладно, Ренат, Сау, ты Сізге пришел. сағыныз. Ждем тебя еще в гости. Да, знаю. Сейчас Сау, Ренат, что пришел. В общем, что я хочу сказать. Я вообще поклонник твоего творчества. И считаю, что ты очень талантливый, честно я тебе говорю, то есть это не просто так. И я просто единственное, что хочу, чтобы ты как бы нашел свой путь. А свой путь это что? Это когда есть бренд Ленур Веляев, он в принципе есть. Чтобы ты понял, как этот рынок заставит работать на себя. Потому что все-таки художник это не просто художник, это еще и предприниматель. То есть, может быть, даже это сначала предприниматель, а уже потом художник-творец. Потому что... Возможно. Да, тут как бы такие моменты. Но в любом случае, Сау, что пришел. Сізге сағыныз, что пригласили. Вот.